разведку, он про натиск, про напор, про свои тяжелые кулаки и про свою агрессивную борьбу. А про Султана это больше про какую-то обкатку, но, опять же, обкатка, на мой взгляд, должна быть именно в любителях, а не в профессионалах, потому что в профессионалах, во-первых, большие риски получить травму, а во-вторых, в профессионалах большие ставки, потому что твой рекорд остается с тобой навсегда. Ну что же, начинаем. Актлео дает последние указания. Бойцы готовы. Боковые судьи готовы. Мы с вами, зрители, готовы. Ну и, собственно, давайте начнем. Начинается первый раунд. Михаил, как я вам уже и говорил, агрессивно начинает, наносит пару киков, но, кстати, Султан неплохо огрызается, пытается кинуть какую-то вертушку. Еще несколько ударов. Михаил отходит назад, я такого вообще не ожидал. Пытается поймать он на удар своего соперника. Еще одна вертушка от Султана. Михаил как-то расслабленно достаточно действует. Видимо, сам понимает, что угрозы как-то никакой не представляет уровень. И вот, собственно, нокаут. Я не стал кричать как-то очень ярко и активно, потому что, честно, для меня было это очевидно. А вот Султан прям недоволен, считает, что остановили рано. Ну, он отключился, глаза закрыл, все. Бой нужно заканчивать или нет? Что, он хочет драться дальше? То есть, был ли... Да, все. Актлео говорит, что все. Это все, видно, кровь из носа. Михаил поймал такой однопанчевый нокаут. Он и должен был это сделать. Дают понюхать на шатырь Руслану, чтобы пришел немножко в себя. Он заряжен, все еще находится в бою. Но, друг мой, ты упал. Глаза были закрыты. И это называется нокаут. Не знаю, что продолжит бой. Не думаю, что что-то изменится. Вообще ничего измениться не должно. Потому что уровни разные у ребят. Все, бойцы на середину. Я так понимаю, что да, Михаил поднимет руку. Очень правое и здравое решение. Спасибо за него, Актлео. Михаил побеждает. Джумаев закрывает свое поражение. Сегодняшний его рекорд 5-3.